Ну, я пришла в ботанический сад работать после окончания университета. Я закончила наш университет, биологический факультет. Здесь была на практике 2 года. И потом по распределению попала в лабораторию древесных и кустарниковых растений. И по сей день я работаю с 1984 года. Вот. Очень люблю свою работу. Платан восточный один из самых старых растений в нашем саду, потому что первые посадки начались в начале 40-х годов. Работал Пешпекский железнодорожный питомник, и несмотря на то, что вот было тяжелое время, началась Великая Отечественная война, но высаживались растения и в город, и в ботанический сад. И именно вот платан восточный был одним из первых, которые посадили тогда, в те годы. Растение это долгоживущее, может дожить до 2000 лет. У нас в Кыргызстане, в Средней Азии его очень любят, называют чинаром. Вот видите, у него все время обновляется кора, листья похожи на клен, но опушенные. Растение это любит очень воду, потому что родина у него Средиземноморье, острова Эгейского моря. Вот, кроме платана восточного, вот одни из первых посадок у нас тополь-боле, робиния псевдоакация, глядичия трехколючковая. Вот такие растения сажались вдоль ограды, как защитные полосы. Вот, и сохранились до сих пор. Вот видите, ему уже 80 лет. Он прекрасно себя чувствует. Вот при хорошем поливе у нас такие растения, даже таких вот влажных мест обитания, у нас прекрасно себя чувствуют и могут расти. Мы находимся сейчас в дендрарии-заповеднике. Это часть ботанического сада, участок ботанического сада относится к лаборатории древесных и кустарниковых растений. Вот дендрон по-гречески дерево, отсюда дендрарий, то есть там, где растут деревья. Ну и заповедником он стал в 1968 году, когда уже была создана большая, хорошая коллекция древесных растений со всего северного полушария. Ну, как в любом ботаническом саду, растения изучаются комплексно. Ну, главная научная тема – это интродукция растений, то есть мы собираем растения со всего северного полушария, те, которые могут расти у нас в открытом грунте, и проверяем, как они адаптируются к нашему климату, к нашим условиям, и можно ли их рекомендовать в зеленое строительство, например, нашей республики, в частности, город Бишкек. И часть работы по интродукции – это размножение растений. У нас в дендрарии-заповеднике имеется теплица траншейного типа. Это разводочная теплица, она находится ниже уровня почвы. И это очень удобно, так как здесь не бывает сильных морозов, поскольку теплица не отапливается. В 2019 году, ну, работает она с 1981 где-то года, но в 2019 году был сделан ремонт. И, значит, мы поменяли грунт на стеллажах, сделали вот новое покрытие. И сейчас вот в обновленной теплице мы уже вот 2-й год размножаем растения. Вот, ну, можно спуститься и посмотреть. Вот в теплице 2 отсека, 2 крыла, это северное и южное крыло. Мы сейчас вот находимся в южном крыле, оно более большое, здесь несколько стеллажей. Стеллажи наполнены перемытым речным песком. Ну, конечно, внизу дренаж обязательно сделан, небольшой слой питательной почвы и перемытый речной песок. Поливается здесь водопроводной водой шлангами набрызгом. Вот,
И все время поддерживается высокая влажность. Здесь влажность обычно 100%, вот стоит барометр, показывает влажность, и висит градусник, показывает температуру в теплице. Здесь, поскольку она траншейного типа, не бывает сильных морозов. Даже если сильный мороз вот на улице, то здесь грунт не промерзает. Ну, в этом году мы тоже посадили, естественно, черенки. Мы смотрим, какие растения, например, новые для нашей коллекции, и которые уже можно размножать, чтобы получить ну, не одно растение, а несколько растений, чтобы коллекция пополнилась. И поэтому мы, значит, в этом году вот посадили, например, гортензию. Сейчас она